Это уникальные кадры. Мирная жизнь Ташкента накануне самого разрушительного в истории города землетрясения. 26 апреля в 5:23 утра в один миг проснулся весь город. Сильнейшие подземные толчки продолжались всего 12 секунд, но успели полностью разрушить центральную часть Ташкента. 8 человек погибли, несколько сотен получили ранения. 300 тысяч ташкентцев остались без крыши над головой. За восстановление города взялись всей страной. Полностью отстроили центр Ташкента, вокруг выросли новые микрорайоны. По надписям на кирпичных пятиэтажках до сих пор можно определить, откуда именно приехали строители дома. Это Украина строила наши дома. Вот этот рядом магазин «Донецк», а напротив Казахстан строил вот эти 9Г. А это район Сергели. Деревянные черепушки здесь построили на скорую руку за пару месяцев. Это было временное жилье. Вручая ключи от квартир, без горячей воды и газа людям обещали. Это максимум на 5 лет. Больше не выдержат ни дома, ни люди. Говорили же на 5 лет вроде бы строить. Вот, то на 5, то на 10, на 20, вот уже вот сколько. 50 лет. 50 лет. Временные бараки стоят до сих пор. Кроме тех, что сгорели. Деревянные конструкции со старой проводкой вспыхивают, как спички. Сгорают быстро и до основания. Почти на каждой улице можно найти обугленные фундаменты. И почти всегда не обходится без жертв. А много сгорело за эти годы домов? Вот сгорел. Кто-то погиб? Да. А почему погибли? Там дети вроде бы остались, мать. То ли спали, то ли это. Некоторые из живущих здесь безрезультатно пытаются продать квартиры. Объявления плотным слоем покрывают стены домов. Другие смирились и своими силами вот уже 50 лет достраивают и перестраивают свое временное жилье. Дарья Соловьева. Настоящее время. Азия.